Если взять 12-листовую, то они сейчас подорожали на 2 рубля, как было до этого. То есть раньше они стоили 4 рубля, сейчас 6 рублей. Вот такая арифметика сейчас на полках магазинов канцтоваров. Переплата в 2 рубля. И это только за одну 12-листовую тетрадь. Заметный рост цен давно подметил опытный глаз родителей. Покупали для 3-го класса на 1500. Сейчас для 4-го класса я купила 3,5 тысячи. Только рабочие тетради. Только рабочие? Только рабочие тетради на 3500. Ручки, карандаши, линейки, пенал. Тетради в клетку, в линейку, в косую линейку, дневники, цветная бумага, альбом для рисования, картон. Сейчас базовый набор для школьника состоит почти из 40 позиций, и сегодня он обойдется родителям почти в 2500 рублей. Добавляем сюда среднюю стоимость ранца, это почти 1000 рублей. Но, конечно, с таким набором ребенка в школу никто не пустит, ведь нужна еще и школьная форма, и обувь. Что ж, отправимся за покупками дальше. Например, мне вот этот сарафан понравился. Отправляемся на вещевой рынок. Как говорят родители, цены здесь не так кусаются, как в магазинах, да и выбора больше. Почем стандартный набор для девочки, узнали у горожан. В зависимости от того, из каких материалов, там искусственное или что-то там, от 2,5 до 4 можно купить какую-то закрытую обувь, допустим. Для 1-го класса вот сарафан, юбку, колготки, кофты, несколько штук. Вот. На какую сумму рассчитываете? 10-15, как нам Путин давал, вот этот день ей. Обувь, форма, рюкзак, бантики по минимальным ценам, итого 10 тысяч рублей. Такую сумму единовременных школьных выплат российские семьи начали получать со 2 августа. Родители говорят, поддержка ощутимая и своевременная. С приходом денег вырос и спрос, отмечают продавцы. Первые дни мы очень плохо торговали, народу не было. Как только получили 1 августа деньги, все прибежали. Торговля стала все же лучше. Однако для покупки импортного товара родителям придется заплатить сумму побольше. Польша, у нас турецкие, вот они, так как доллар растет, они у нас подорожали нынче. Насколько? Ну, где-то на 30-40%. Августовский ажиотаж на школьном рынке традиционный, говорят эксперты. Ежегодно цены повышаются на 10-15%. На рост цен этого года повлияла и пандемия. Одни сэкономили на товарах, обучаясь в удаленном режиме. Другие нашли выгодные предложения в интернет-магазинах. Магазины меньше стали ходить. Ну, соответственно, людям сейчас невыгодно дешево продавать. Наценку стали больше делать, чтобы как-то вот выживать могли. Из-за пандемии многие производства в Европе приостановили работу. Отсюда дефицит некоторых материалов, а следовательно подорожание. Еще ситуация наложилась по логистике, разрыв цепочек поставки, особенно из Китая. Вот логистика, например, просто контейнер, если брать, за 1,5 года увеличился практически в 3 раза. То есть вот это же тоже ложится в конечную стоимость продукции. Первоклашек из нуждающихся семей традиционно поддерживают акции «Помоги собраться в школу». К ней уже присоединились предприятия городов, благотворительные организации и неравнодушные. Меня всю жизнь лицей учил человечности. И помощь мне обязательно нужна людям. Акция продлится до 1 сентября. Помочь может каждый. Наталья Мизина, Игорь Романов, Светлана Шумкова, Максим Липин, ТНВ, Казань, Нижнекамск. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.